вечер, уважаемые телезрители. Вы смотрите программу «Открытый вопрос». В этой программе мы поднимаем актуальные темы, которые обсуждаются в обществе. И сегодня наша тема это ореховая тема. То есть разговор пойдет о том, как работает производство, как оно настроено, какие там задействованы силы. И, конечно же, разговор пойдет о новой пошлине, которая была установлена вот в этом году впервые за последние, по-моему, 5 лет. Если нет, то меня потом поправят присутствующие здесь гости. Тема, конечно, уже вышла за рамки просто заинтересованных лиц вот в этом бизнесе, тех, кто в этой области трудится. И поэтому мы решили ее обсудить сегодня в нашей программе и получить некоторые ответы на вопросы, которые вот у нас есть к нашим гостям. А сегодня у нас в гостях Сериков Дмитрий Николаевич, вице-премьер Республики Абхазия, я имею в виду, конечно же, Кабинета министров, и Беслан Кварчер, Беслан Алексеевич, бизнесмен, занимающийся вот в этой ореховой деятельности, уже имеющий опыт более 15 лет. В области орехового производства работает. И вот мы хотим поговорить с вами для начала, для того, чтобы наши телезрители имели, так сказать, представление о вообще теме нашего разговора. Хотелось бы, знаете, получить такую рекогносцировку, то есть какие силы задействованы и как они располагаются вот на этом рынке. То есть могли бы мы с вами сейчас обсудить то, кто является основным поставщиком вот в этом бизнесе. Вообще, какой статус имеют экспортеры? Это индивидуальные предприниматели или это юридические лица? Или, может быть, у нас сбылась уже мечта о том, что есть и государственные закупочные приемные пункты? Добрый вечер, уважаемые телезрители. Беслан Алексеевич, Валерий. Ну, наверное, если позволите, начну. В двух словах. Я бы вопрос немножечко разделил. Наверное, надо поставить вопрос. Есть понятие производства ореха, и есть понятие именно экспортной деятельности. Это юридические и физические лица, которые вывозят. Поэтому, если говорить по производству ореха, то, наверное, в подавляющем количестве, я думаю, что это далеко за 90%, наверняка приближается к 100%. Производство ореха фундука у нас производится в личных подсобных хозяйствах, либо в фермерских хозяйствах, на приусадебных хозяйствах. Поэтому в глобальном масштабе у нас есть производители, но они, на мой взгляд, занимают небольшую долю, все-таки львиную долю занимают частные приусадебные хозяйства. С точки зрения поставщиков на внешние рынки ореха, тут эта ситуация аналогичная, то есть как физические лица, сами производители, некоторые пытаются этим заниматься. Но все-таки в данном случае львиную долю ореха фундука, как чищенного, так и нечищенного, занимаются вывозом различные ИП и различные предприятия. Поэтому, то бишь, реконцентрировка местности вот такова. То бишь, если оценить в процентном соотношении, на самом деле они скорее более интуитивно, потому что, как вот Валерий уже заметил, к сожалению, последние лет 5 пошлина у нас была на вывоз ореха обнулена, и должной статистики по экспортным операциям с этой продукцией у нас она весьма, так скажем, мягко говоря, не в очень хорошем состоянии. Поэтому, когда мы оценивали этот рынок, мы исходили больше из внешних факторов оценки и больше таким математическим методом оценили объем рынка, который есть на орехах. А какой вообще объем рынка у нас? По нашим оценкам мы исходим из того, что по различным оценкам, из различных источников мы вышли на то, что в прошлом году из Республики Абхазия было вывезено от 15 до 18 тысяч тонн ореха. Так, а вот интересно, какое количество вообще людей занято в этой отрасли? Ну, вот смотрите, если мы говорим как реальная, да, какая ситуация, вообще рынок поделен, так будем говорить, на 3 сегмента. Ореховый рынок. Это стихийно образовавшийся рынок, в основном, где задействованы частные лица, и так называемые заготовители, или как мы их называем иногда перекупщиками, хотя они выполняют большую работу, да, они подменяют в этом вопросе даже где-то функцию государства для продвижения этого товара. Перекупщики, это они же посредники. Они посредники, да, можно так сказать, посредники, они активные участники, значит, этого бизнеса.
один сегмент, который работает направлен, ориентирован на Грузию. Второй ориентирован, значит, на Россию. Они фактически являются, ну, будем говорить, вещи своими именами называть, представителями теневого бизнеса, да. И третье, значит, вот наша компания, еще некоторые, которые занимаются как бы официальным легитимным вывозом из Абхазии по контракту. Мы работаем, имеем опыт работы, вот, имеем наработанную определенную, значит, клиентскую базу, люди нас знают, как бы, вот, и все знают, что, в принципе, соответствию ГОСТа, да, как положено по требованиям ГОСТа, это все-таки пищевой продукт, к нему особые требования, изготавливаем практически только вот наша компания, мы, поэтому у нас есть вот так 3 разделения. Все мы, вот эти участники рынка, конкурируем между собой. Вот, и даже вот конкуренция, в принципе, такая, что идет в Грузию самый дешевый орех, чтобы в Грузию не шел на сухумский рынок, они должны рублей на 5 дороже предлагать, чтобы к ним пришел. Ну, мне, естественно, приходится еще дороже предлагать крестьянину. Мы об этом поговорим чуть позже. Я просто хотел еще уточнить, сколько земли вообще, какое количество гектаров задействовано под ореховые Я вам насаждения? скажу, что Сколько мы это располагаем, сейчас был такой период, когда изучали, мы располагаем официальными данными, вот ООНовцы исследовали, да, вот эту культуру, задействовано около 8 тысяч гектаров ореха фундука в Абхазии. В основном Гальский и Творчарский район. Вот. По ихним же данным, собирает орех фундук порядка 6400 тонн. Вот, ну, там, наверное, будет все-таки много неучтенного, но по нашей тоже оценке мы как бы исследуем рынок, знаем, какие объемы пересекают. Я думаю, ну, где-то не меньше 80 тысяч тонн ореха фундука у нас есть потенциал сырьевой. 80 тысяч тонн? 80. 8-10 тысяч. 80 тысяч. Ну, здесь с нашей стороны я бы, наверное, прокомментировал. Да, наша оценка больше, как я уже сказал, потому что, ну, даже элементарно, если взять ООНовскую статистику по 8 тысяч гектар, то по всем канонам, да, считается, если промышленное производство фундука, там, где трактор может проезжать, порядка 2 тонн с гектара собирается. То есть даже если взять из расчета того, что у нас промышленно бы собирался фундук везде, то получается 8 тысяч тонн на 2 тонны с гектара, это получается уже 16 тысяч тонн. Но у нас очень большая доля на приусадебных хозяйствах, там, где в основном личный подсобный труд, и, соответственно, корни сажаются намного ближе, потому что нет необходимости проезда трактора между грядками. Соответственно, на таких гектарах урожай собирается намного больше. Есть и по 3, и по 4 тысячи тонн. Поэтому у нас была сделана приблизительная оценка, мы очень близки по количеству гектар засаживаемых, абсолютно согласны с географией засадки, но все-таки я бы добавил обязательно Черчесский район, потому что есть ряд сел вокруг села, допустим, тому же села Челово, где тоже немало выращивается орех фундука. Поэтому вот мою цифру, которую я озвучил чуть раньше, она даже пессимистичная. Если брать более оптимистичный прогноз, моя оценка от 18, возможно, даже до 20 тысяч тонн. Скажите мне, пожалуйста, а какой был доход вообще вот от производства орехов в прошлом году? Вообще можно будет его сравнить, например, с мандариновым доходом? Да, можно, потому что на самом деле, ну, если говорить, что от ореха мы практически получили 0, да, от мандарина в прошлом году мы получили несколько миллионов рублей. Поэтому, на мой взгляд, с точки зрения дохода бюджета, то мы, по сути, ни от одной, ни от второй культуры, которая является, на мой взгляд, наверное, базовыми культурами сельского производства, причем крайне заинтересованы на вывозу на экспорт для внешних рынков. Это 2 базовых культуры, которые обязательно надо развивать. И продукция Абхазии в этом направлении крайне востребована, и мы должны и поддерживать, и, конечно, государство на этом должно зарабатывать. Но еще раз повторяю, чтобы поддержка предпринимателей или фермеров, она должна быть, естественно. Но это отдельно потом добавлю на тему. Да, вот просто интересно, не знаете, прозвучала сейчас ваша фраза о том, что в прошлом году дохода никакого не было. Как это понимать? Практически вообще? Ничего. Беслан, как вы прокомментируете вот смотрите, такое заявление, что дохода от ореховой деятельности в прошлом году не было вообще? Ну, смотрите, к сожалению, ореховый бизнес на 95%, 90-95% можно, ну, 92%, может, я
погрешность будет где-то 2-3%, он теневой. Теневой бизнес, он не может дать доход государству, потому что он в тени. Единственное, легитимным бизнесом, да, как бы таким... Не, постойте, знаете, я хотел бы уточнить, теневой как это? Вот, то есть он совсем полностью теневой или просто какая-то часть его теневая? Потому говорю, что что многие вещи, наверное, 90% все-таки в тени. ориентируются. Как можно получить с теневого бизнеса доход в бюджет, когда он не контролируется, не отчитывается, нигде он не виден фактически. То есть это вообще, судя по тому, что вы говорите, вообще такая преступно организованная торговля? Нет, я бы не стал так говорить, Валерий. Так нельзя говорить, Да. понимаете, торговлю, которые разрешили так существовать. Это естественная форма, понимаете, рынок, он стихийно саморегулирующаяся такая среда. Но, с другой стороны, вот есть мандариновый рынок у нас, которым все гордятся, и он славится за рубежом, и оттуда идут доходы. А здесь почему такое невнимание? Ну, к сожалению, мандаринный бизнес тоже принес нас в прошлом году, по-моему, порядка 2-3 миллионов рублей в доход 2 бюджета. миллиона. 2 миллиона, да, там 2 с чем-то. Поэтому, ну, здесь на самом деле, вот вопрос на самом деле очень актуальный. Вот мы сегодня с Бесланом Алексеевичем здесь встречаемся. Буквально сегодня же с утра у нас также кабинет министра был приглашен в комитет, в парламент. Мы тоже почти 2-3 часа посвятили обсуждению этого вопроса. Потому что на самом деле многих людей волнует. И на самом деле надо людям объяснять, что, чему, почему и куда и зачем. Это обязательно мы должны делать, и поэтому вот цель моего прихода сюда, чтобы вот мы с Бесланом пообщались, и люди услышали одну, вторую точку зрения, услышали все плюсы и минусы, для чего мы это делаем. Но как сегодня вот я вспомнил фразу одного из депутатов, который сказал, на мой взгляд, очень правильную вещь. Мы уже не в коммунизме, социализмом, но и мы далеко не в капитализме. Мы на самом деле застряли между небом и землей. И поэтому, когда говорят, там у нас нет экономики, ну, она у нас есть, но такая, какая она сформировалась за эти 20 лет. Поэтому, к сожалению, мы находимся на том пути, на том этапе развития, на котором находимся. Это наши 20 лет предыдущей жизни, мы дошли до этого. Поэтому я отчасти здесь проблема-то не в ореховом бизнесе, что он в тени. Я боюсь, что мы очень много бизнесов найдем, которые находятся, ну, может быть, в чуть более обеленной фазе. Знаете что, скажите мне тогда, пожалуйста, вот мы перейдем уже к теме непосредственно введенной пошлины. Скажите мне, пожалуйста, а вот введение пошлины, оно обеспечит ли эта мера выведение из тени орехового бизнеса? На наш взгляд, однозначно. И вот именно ее введение, это, наверное, одна из главных задач, помимо самой, естественно, фискальной цели, это пополнение бюджета. Я, естественно, не буду говорить, что это не так, это тоже немаловажная тема. Но и вторая часть – это легализация, выведение из тени. Мы всячески должны этому потворствовать, да, подталкивать к тому, что бизнес выходил из тени, но при этом нам важно не перегнуть палку. Это, на наш взгляд, мы в течение 1,5-2 месяцев анализировали ситуацию, и цифры на самом деле были взяты не с потолка, не пальцем в небо, они были реально рассчитаны, продуманы, и вот с 1 сентября были введены. Мы обязательно об этом поговорим. Просто я этот же вопрос хотел переадресовать и, Беслан, вам. Повторите вопрос. Да, пожалуйста. введение пошлины обеспечит ли эта мера выведение из тени орехового бизнеса? Ну, у меня, к сожалению, свое мнение, да, диаметрально противоположное. К сожалению, почему? Да, к сожалению, ну, я так, опыт, знаете, как вот, чтобы мы понимали, где-то в 98 году, ну, так получилось, да, вот я первым сюда завез промышленное оборудование, немецкое оборудование. Мы первым начали промышленное производство ореха-фундука в 99 году. Вот. Там была одна мельница, немецкое оборудование было, я даже ее отдал в СФТИ, и мне 5 таких прототипов очень действительно нормальных изготовили, мы начали первым промышленно производить. Вот. Ну, я не буду сейчас говорить о том, что тут инвестиции были, мы хотели вообще создать плантации, люди знают, мы много чего сделали, и рабочие места были, но из каких-то субъективных причин, там, скажем, мы не достигли того результата, который мы хотели достичь. Поэтому тот опыт, который мы имеем на этом рынке, нам позволяет, ну, иметь как бы собственное мнение. Это эмпирически, я, может, это так не могу преподнести, да, как, скажем, человек, экономист или профессионально, который чиновник, он знает по-своему. Но я эмпирически, я знаю, из собственного опыта исхожу. Пошлина, в первую очередь, я думаю, она загонит в тень, потому что пошлина неадекватна рыночной ситуации. И когда ситуация складывается, понимаете, рынок всегда, бизнес всегда ищет пути выхода из этой ситуации.
Вот. Ну, потом очень сложно будет, понимаете, когда вот можно какие-то меры, да, применять административного характера, но если товар на внешнем рынке не будет соответствовать каким-то комплексам, да, он не будет конкурентным. Я считаю, что задача, вот я думаю, мы поймем друг друга, и мы хотим вообще, чтобы нас поняли, нашу позицию поняли, мы не говорим, чтобы нам дали какие-то льготные какие-то, чтобы мы ни налоги не платили, но нам нужна государственная поддержка, чтобы мы тоже могли платить налоги, и вместе с тем, чтобы мы были конкурентны на внешнем рынке. Потому что производство фундука, вы знаете, в Грузии производит, Азербайджан производит, Турция производит. Если грузинский орех освобожден от пошлины, абхазский будет загружен, как он может конкурировать с грузинским на внешнем рынке? А чтобы конкурировать, он должен находить какие-то выходы. Да? Поэтому наоборот, либерализация, более такое, да, оно способствует выводу экономики из тени. Человека надо поставить в такие условия, чтобы ему выгоднее было работать легально, чем, скажем, контрабандным путем или другим путем. Понятно. Скажите мне тогда, ответьте на такой вопрос. Вот вы говорите о том, что весь бизнес в большинстве своем он находится как бы в тени. То есть вот то, чем вы занимались на протяжении последних 15 лет, это, то есть, тоже все было в тени? И вы имели возможность... Я могу даже написать «Mein Kampf», да, «Моя борьба в ореховом бизнесе». Вся моя жизнь посвящена борьбе с теневым бизнесом. Это конкуренты, которые демпингуют. С ними очень сложно бороться. У них всегда конкурентное преимущество. Ему не надо сертификат происхождения получать, ему не надо с госстандарта брать, ему не надо брать карантинный сертификат. Я понял. Это понятно. Да, ну просто я хотел, знаете... Вы понимаете, мои контрагенты не хотят работать нелегально, им хотят легализованную продукцию. У меня, как сказать, теневая — это не моя ниша. Моя ниша легальная, насколько получается, ну, насколько тяну. Ну, хорошо. Я просто тогда уже вот ближе перейду к тому, что собой представляет эта пошлина. Просто мне хотелось узнать вот предварительно, каким образом формировался этот рынок, как он сформировался и в каком он состоянии находится. То есть я от вас теперь получил один такой ответ. У нас открытый вопрос, и мы ждем все время ответа. Весь ореховый бизнес находился в тени. И это были вынужденные обстоятельства, так говорится. А теперь, конечно же, нынешнее правительство, я так понял, оно предпринимает какие-то меры для того, чтобы вывести из тени этот бизнес. Одна из этих мер – это вот мера создания вот этой пошлины. Я почему говорю создание? Потому что до сих пор ее не было. То есть она когда-то была, но потом куда-то пропала. За последние 5 лет, по-моему, она никак не снималась. Со второй половины 2012 года пошлина отменена. Вот так. Вот, да, поэтому я хотел бы сейчас теперь вернуться вот к непосредственно самой этой пошлине. Идет разговор о том, что вы говорите, что пошлина неадекватна. Вы говорите, что пошлина была продумана, и она совершенно вот адекватна. Теперь поясните, пожалуйста. Ну да, опять, позвольте, начну. Да, как мы исходили, откуда появились цифры 25-35 рублей. Я напомню, что была введена пошлина 25 рублей на неочищенный орех и 35 рублей за килограмм очищенного ореха. Мы исходили в первую очередь из рыночной конъюнктуры. То бишь мы прекрасно понимаем, что основной рынок, на котором мы, в принципе, ориентируемся, это является российский. Нами был проведен анализ текущих цен. По анализу текущих цен сейчас, вот на данный момент, буквально освежали вчера вечером цифры, продажная цена, то есть перекупщики, извините, торгово-посреднические организации, когда мелко продают орех дальше в Россию, в Москву, в Санкт-Петербург, отгружают абхазский орех неочищенный по 350 рублей. От 350 до 450 рублей. То есть, соответственно, мы исходим из того, что цена закупки на абхазский орех у производителей, сельхозпроизводителей Республики Абхазия, она в зависимости, опять же, от рыночной конъюнктуры колеблется там, несколько лет назад 30 рублей орех стоил, наверное, 40. Прошлый год был крайне высокие цены, связанные с заморозками в Турции. Цены поэтому были на предельном уровне. До начала августа цены тоже уже были на высоком уровне. Опять же, это связано с тем, что в марте, в апреле в Турции были заморозки. И по всем прогнозам в Турции должен был быть не урожай. Поэтому в июле месяце фундук был тоже на завышенных ценах. Поэтому и цены начинались с уровня 180 рублей. Но, как показал сезон в Турции, а я должен говорить, что Турция имеет порядка 70-80%
всего рынка фундука, и она практически является монополистом и весьма сильно диктует ценовые показатели на этом рынке, поэтому мы очень сильно и на них ориентируемся. Но опять же повторюсь, что все-таки для нас ключевым рынком является Российская Федерация, и в первую очередь исходили мы из них. Поэтому наш ориентир это в районе от 10% от стоимости товара с той стороны границы. То есть по нашей оценке маржа торгово-поставщической организации она является 2/3 от той цены, которую имеет производитель. Это наша была оценка. Поэтому мы и ввели стоимость где-то в районе 10%, тем самым мотивировав, при этом, еще раз оговорюсь, мы ввели 25 рублей на неочищенные и 35 на очищенные. Я думаю, что люди, которые занимаются ореховым бизнесом, прекрасно знают, что пропорция чищенный-нечищенный 1 к 3. То есть, если мы вывозим неочищенный орех, мы платим с килограмма 25 рублей. Если же мы вывозим килограмм неочищен, то получается в пересчете на килограмм, получается пошлина на килограмм ореха уже 11 рублей. Поэтому введением такой пошлины дифференцированной мы именно мотивируем производителей делать добавленную стоимость, то есть производить очистку ореха, чтобы вывозить его именно в очищенный. Это вот из расчета того, откуда появилась цифра 25 и 35. Поэтому еще раз, чтобы у людей отложилось это в памяти, да, мы исходили из где-то ориентировочной стоимости 10% стоимости ореха, который, на наш взгляд, попадает по цене уже на российский рынок. Не наш внутренний 10% от внутренней цены закупки, а тот, который с той стороны. Тот, который попадает на российский рынок. Да, поэтому, и еще раз, я хотел бы сказать, фундук – это рыночный товар. Вот как я говорил, в июле он была очень крайне высокая цена, в конце августа цена в Турции начала падать. В начале первой декаде сентября орех фундук в Турции провалился по цене порядка на 20-25. Связано было с тем, что был выпущен прогноз о том, что все-таки урожай в Турции будет лучше, чем в прошлом году, и по различным оценкам на 20-25%. Я забегу несколько вперед, все-таки спрошу у вас, скажите, пожалуйста, а вот то, что цена падает на орех сейчас здесь, и производители очень недовольны падением этой цены, это с чем связано? С тем, что введена была пошлина, или это какая-то конъюнктурная? Я не буду говорить, что однозначно пошлина здесь не имеет влияния никакого, это не будет неправда, но если разделить факторы, которые повлияли на снижение цены, то я бы сказал, что влияние пошлины подействовало процентов на 20-25, а 75% это конъюнктурируется на снижение, естественная цена снижения орехов фундука в Турции. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что пошлина неадекватна. Теперь слово за вами, обосновать это дело. Дмитрий Николаевич человек открытый, порядочный, прямо он чисто все говорит, но вы понимаете, он сам озвучивает, что если 10% да, от российской цены отклад, получается это налог с оборота 10%. Ни один бизнес такую нагрузку не выдержит. Понимаете, это... Ну, тут я с вами поспорю. Я в этом бизнесе, я как бы занимаюсь, поэтому мы говорим открыто, честно, понимаете, если мы будем лукавить, то это и перед зрителями неправильно, и перед вами, перед всеми. Вот маржу, которую закладывает любой человек, который занимается бизнесом, да, ореховым, маржинальный доход, это от 80 центов до $1. Это считается бизнес удачный. Хотя бизнес колебается, если ореховый бизнес имеет такую специфику. Деньги, сливки все снимаются август-сентябрь. Потом ты идешь на бреющем полете за счет накопленных, как говорится, жиров. Именно почему август-сентябрь? Турецкий, азербайджанский орех, он чуть позже выходит на рынок, после 15 сентября. Вот до 15 сентября кто сумел быстро переработать, выйти на рынок, тот заработал деньги. После 15 сентября идет как бы уже стабилизация рыночной цены, и ты маржу уже идешь в режиме выживания, работаешь дальше. Ну, бывают какие-то скачки, но это сложно. Поэтому в чем проблема вот введения этих пошлин? Почему нам создало проблему? Во-первых, правила игры менять в начале сезона. Это уже мешает. Без нас есть какие-то определенные наработки, контракты. Мы рассчитываем на какие-то цены. Эти пошлины надо было вводить уже как бы в мае месяце, чтобы мы могли подготовить и производство. В принципе, вот сейчас говорят, я подготовил производство, какие-то затраты имею, сейчас мы стали. Это издержки. По-моему, государству это невыгодно, чтобы мы как бы банкротились, и никому это не интересно. Мы должны найти, я хочу, чтобы нас выслушали,
поняли и найти такие приемлемые взаимоотношения, чтобы и государству было выгодно, и бизнес мог работать. Поэтому традиционно как идет? В августе, значит, цена низкая, потому что орех влажный, у него влажность высокая, за счет влаги там весь держит, крестьянин, он все знает, это не четко работает. Он сдает влажный орех, за счет этого цена низкая, как орех сушится, цена традиционно, август-сентябрь цена идет вверх до декабря месяца. Сейчас в связи с введением пошлин это как бы шок для рынка, да? Рынок не может не отреагировать на такое, вы прекрасно понимаете, законы рынка, это реакция такая, все остановились, закуп остановился, никто не готов, как бы, да, поэтому цена пошла вниз, а крестьянин готов к тому, что у него цена должна была подниматься, она пошла вниз. Это один фактор, который влияет на понижение цены. Второй фактор... То есть вы считаете, что вот закупочная цена снизилась в результате того, что был введен этот налог? Или... Конечно. Как То есть налог не может не реагировать на... Это не в результате конъюнктуры, да, было? Нет, налог не... Понимаете, как рынок не может не отреагировать на налог. Ну, 25%. Сам факт, вот вы видите, по как вашему идет... мнению, как это, насколько серьезно это повлияло? Позвольте, просто цена упала с конца августа со 180 рублей, по закупке сейчас 120. То есть она снизилась на 60 рублей. Все Я правильно, хочу да. напомнить, пошлина была введена в размере 25. Поэтому, на мой взгляд, отчасти существует, я не буду говорить за всех, но отчасти существует определенный шок, это со стороны торгово-закупочных организаций. Я не могу не исключать, что это была целенаправленно снижена такая цена. Ну, я не склонен говорить, что это так произошло именно по этой причине. Я все-таки сакцентировал внимание, что за последние 2 недели цена просела более чем на 30-40% Да, по турецкому все ореху. Поэтому львиную долю в это снижение произошло не из-за этой пошлины, а именно из-за снижения цены у главного производителя этого ореха. Это как с нефтью. Если все помнят, 2-3 года назад до кризиса нефть стоила $120 за баррель. И Российской Федерации было очень все хорошо. Сейчас нефть $48. Есть рыночная цена, и фундук, опять же повторюсь, это такой же биржевой товар. Вот, а как вы относитесь к тому, что многие сейчас, в общем-то, имеют представление о рынке ореховом, как о рынке, который работает в сторону Грузии, большей частью? Ну, Глислан, я думаю, в меньшей степени относится этот вопрос. Я, знаете, как честно я вам скажу, вот у меня партнеры есть, с которыми я работаю, да, в Гале у нас производство, в Сухуме производство. Они даже в прошлом году на меня обиделись, ну, местные жители, говорят, все, кто работал на Грузию, заработали деньги, мы ничего не заработали. Но у меня есть твой принцип, да, если я даже буду знать, что я буду там как бы иметь сильный доход, как бы мы не будем никогда работать ориентирован, это однозначно. Но в основном 70% нашего рынка, это скромно, если так говорить, 75% оно уходит в Грузию. Понимаете, вы говорите, что наш основной покупатель... Я извиняюсь, это тендер, еще куда мы пока направляемся. Дмитрий Николаевич еще не был, да, вот когда 2 года назад, когда пошлины сняли, открыли границы, понимаете, ну, по Ингурскому мосту невозможно было человеку пройти. Тачки, затор такой был, весь орех туда уходил. Вот мне как человеку, мне было просто, знаете, как... Ну, оно оскорбляло мой разум, понимаете? Как будто бы мы не в состоянии переработать собственный орех, посылаем кому-то куда-то. Вот, понимаете, ниша, где надо было как бы посодействовать. За это время хотя бы, я понимаю, административно все вопросы нельзя решить, но хотя бы можно было сказать, озвучить, написать, что запрещается туда. Каждый человек знал бы, что он хоть неправильно поступает. А то это было отпущено на самотек, свободное, ни пошлины не платили, никто, весь рынок ушел туда. С грузинами нам конкурировать очень тяжело. Понимаете, у них есть поставщики, вернее, покупатели, это вся Западная Европа, они имеют преференции, скажем, в Евросоюзе. Если я в Евросоюзе буду поставлять продукцию, я буду платить пошлину, а грузины освобождение от пошлины, у них преференции. Поэтому у них, понимаете, как с ними орех валютное сырье. И они, колебания рубля, пока наш рынок отреагирует, они на этом выигрывали. Понимаете, мы фактически превратили Абхазию в сырьевую базу грузинских предпринимателей. И мы не смогли этот механизм поломать до сегодняшнего дня. Поэтому основной рынок уходит туда. Второе, вот мы стараемся как бы вот работать. Ну, вы поймите правильно, вот нам задают вопрос, что вы внесли в бюджет. Да. Ни один человек не задаст вопрос, как вы умудряетесь, имея 5%, выжить на этом рынке.
Это очень тяжело. Ну, вы знаете, вообще сложно говорить о вашем положении, потому что ваше положение находится в тени, и сколько вы имеете, 5%? Мое положение не в или... тени, мое положение самое легальное. Меня могут завтра прийти и предъявить такое, что могут и арестовать, если будет огромное желание. Вы знаете мне, что просто интересно? Все мои поставки, они открыты, они отражены в бухгалтерии, они отражены в декларациях. А почему тогда никаким образом это ни один рубль не попал в бюджет? Вот для сравнения я просто взял цифры, да, скажем, с 2007 по 2012 год, да, я работал насколько мог, да, работал. Я только пошлины я заплатил в бюджет больше 6 миллионов рублей. С 2012 года нас освободили, понимаете? Ну, я думаю, это все-таки правильный подход. Сельскохозяйственная продукция, ориентированная на экспорт, ему нужно создавать преференции. Это, во-первых, возвращается много социальных вопросов. Понимаете, это мы фактически товар крестьянина превращаем в деньги. Товар это должен быть, соответствовать рынку. Он должен иметь определенные качества. Есть два ГОСТа. ГОСТ соответствия фундука и ГОСТ ядра ореха фундука. Это пищевой продукт, у которых есть какие-то свои скрытые пороки. Это не так просто. Это не значит, что ты вывез товар, и что ты там лаборатория может забраковать, скажем, не соответствует, вернули твой, и куда ты его денешь? Это очень, Постойте. бизнес с очень высоким степенью риска. Поэтому, если тут нет особых привилегий, этому не надо удивляться. На этом этапе мы себе ставили задачу захватить побольше рынка, чтобы у нас был сбыт. Мы в этом году подготовились как бы более серьезно к работе, но получилось то, что получилось. Скажите мне, вот пошлина, она была отменена, в связи с этим никаких доходов в бюджет не было. И вы сейчас отстаиваете вот то мнение, что в принципе это было сделано правильно, и она послужила как бы развитию ореховой отрасли. Вы мне скажите, вы сейчас как бы против того, чтобы наполнялся бюджет? Нет, я не против того, чтобы наполнялся бюджет, я против того, чтобы разорялся участник орехового бизнеса, понимаете? Разорялся, ну, может, грубо сказано, но надо учитывать ситуацию, поймите правильно, хотим мы этого или не хотим, да, пошлина никак не минует производителя, это не может не отразиться на его доходах. На этом этапе вот любой крестьянин, он тоже сегодня инвестор, ореховый, вот из-за цены, да, ореховый бум, да, вот люди начали расширять свои плантации, люди сажают, ну, орех, что прежде чем он тебе даст урожай, 8 лет надо за ним ухаживать. 3 раза надо косить, надо подкармливать, надо там минеральные удобрения, органические удобрения. Когда он выходит на полное плодоношение, скажем, через 15 лет, да, уже его надо омолаживать. Это не так просто, это связано с огромным трудом. И если оно имеет какие-то преференции, чтобы оно конкурировало на внешнем рынке, я думаю, это правильный государственный подход. Но если сегодня сложилась такая ситуация, да, востребованность большая у ореха, можно сказать, можно договориться, мы можем, ну, скажем, что нам нужно от государства и что мы можем дать государству. Хорошо, об этом мы чуть позже поговорим, тоже, конечно, к этому вернемся, но я все-таки хотел бы еще раз перезадать этот вопрос о том, что является ли вот эта пошлина такой борьбой с контрабандой, или это исключительно организовано ради наполнения казны? Я, как уже говорил, здесь две цели преследовалось. Про контрабанду. Да, с контрабандой тоже отчасти эта ситуация позволяет бороться. Например, я могу сказать, за 1 числа по 20 число, Руслан абсолютно прав, статистика по вывозу фундука была следующая. Порядка 130 тонн было вывезено в восточном направлении, порядка 50 тонн было вывезено на западном направлении. Поэтому мы начали получать хоть какую-то статистику. Мы начали получать то, что государство должно обладать. Оно должно понимать, что творится в экономике. До этого мы не понимали ничего. Мы не обладали информацией. Поэтому то, что мы уже начинаем владеть цифрами, это уже какой-то первый шаг вывода их семьи. Что касается второй части вопроса. Я вот с Беслановым здесь не совсем не могу с Бесланом Алексеевичем согласиться. Торгово-закупочная деятельность во всех странах мира всегда есть и будет рентабельная и прибыльная. И маржинальность у нее, как вы правильно сказали, должна все-таки мериться не в долларах и не в рублях, а должна мериться в процентах от оборота. Потому что если вы имеете доллар там, с 200 долларов, это не рентабельность. Если вы имеете доллар с 10 долларов, это очень хорошая рентабельность, более 10%. Это абсолютно величинами я бы тут не говорил. Но то, о чем вы говорили, главной задачей государства является поддержка именно производителя ореха.
а не торгово-закупочной деятельности. Потому что торгово-закупочной деятельности, естественно, надо помогать. Но в первую очередь надо помогать производителю, потому что он наименее защищенный. Торгово-закупочная деятельность, ему что-то не понравилось, он свернул свой оборотный капитал и ушел. И практически не пострадал. А как вы правильно сказал, производитель ореха, он вложил 6 лет назад деньги, и он хочет их вернуть. Поэтому государство в первую очередь свои ресурсы должно направить на поддержку производителя. Что, в принципе, мы и делаем. Вот, если мы там вспомним разговор, наши некоторые, опять же, выпуски по телевидению, опять же, вернуться к пресловутому комплексному плану содействия развитию Российской Федерации, есть 400 миллионов в год, которые Минэком на протяжении последних 4 месяцев разрабатывалась глобальная программа поддержки отечественного сельхозпроизводителя в первую очередь, где именно ореховое направление будет в том числе одно из главных. Поэтому мы в первую очередь должны поддержать производителя. Потому что если опять же взять статистику, взять информацию в сети интернета, то, что творится в мире, фундук растет в год востребованность, спрос 3-4% в год. В этот бизнес расширяет как Канада, так и Америка. Поэтому Абхазия не должна упускать эту возможность, особенно в связи с теми санкциями, которые сейчас имеет Российская Федерация в отношении с западным миром. Потому что у нас сейчас есть все возможности, что мы можем 100% своей продукции возить в Российскую Федерацию, и Российская Федерация с удовольствием примет. Поэтому мы со своей стороны на эту тему тоже активно ведем переговоры с Российской Федерацией. И я думаю, что в ближайшее время мы увидим понимание со стороны России и в этом направлении в том числе. Поэтому еще раз сконцентрирую внимание. Торговый бизнес, магазины, торгово-закупочная деятельность, она в 99% случаев выживает и будет чувствовать себя очень хорошо. А сельхозпроизводитель самый наименее защищенный производитель из любой отрасли, которую можно сказать. И его в первую очередь надо поддерживать. Поэтому надо все-таки разделить эти две вещи. Не поддержав, да, как вы говорите, так вы назвали это торгово-посредническое. Это один механизм. Как можно одного поддержать, другого не поддерживать? Это одно из звеньев. Мы выполняем миссию, я так считаю, да, миссию. Мы забираем у крестьянина товар, который не соответствует ГОСТу. Мы его сушим, мы его проветриваем, избавляем его от камней и так далее. Мы его приводим в соответствие с ГОСТом. До того, как... Потом идет процесс переработки. После переработки, как вы правильно заметили, сегодня средний выход ГОСТовской продукции порядка 30%. Если я купил товар за 100 рублей сегодня, он стал, уже себестоимость на складе, стал 300 рублей. А то некоторые считают, что я купил за 100 рублей, продал за 500, 400 рублей, думают, что я заработал. Там это, конечно, не так. Да. Понимаете, там есть какие-то издержки. Такую маржу кто даст? Это рыночная экономика. Кто тебе даст заработать? Тут за каждую копейку, это очень тяжелая, очень высококонкурентная среда. Поэтому любое движение, любая нагрузка, оно сказывается на конкурентоспособности на внешнем рынке. Государство, вы должны нам, я еще раз говорю, у нас должен быть диалог и понимание. Абсолютно. Вы должны способствовать, что мы конкурировали на внешнем рынке. Если мы будем конкурентны, то продукция крестьянина не будет лежать, он будет уходить. Если просто я вам приведу, я посмотрел, в прошлом году, в сентябре этого года, за сентябрь месяц я вывез, официально, которая по таможне, прошла, если перевести на фундук, порядка 200 тонн. На сегодняшний день у меня 0. Понимаете, реакция, ситуация, это цифры упрямая вещь, как говорится. Поэтому я же не капризничаю, потому что оказалась ситуация такая, что сегодня мы не выдержим конкуренцию на внешнем рынке. Давайте, можно сказать, в принципе, если у государства своя политика, если государственная политика, если парадигма такая, что мы должны с этого иметь такое, Нет, но сегодня, смотрите, кто становится игроком рынка? Кто он, который везет сегодня в Грузию? Имеет контракт, оформляет инвоз. Как он вообще, как этот товар оформляется? Никак. Это сам подход уже, я считаю, чуть-чуть не рыночный и неправильный. Понимаете, поэтому есть возможность, у нас есть свое мнение, понимаете, исходя из опыта, что можно и крестьянина не обделить, защитить его интересы. Можно защитить интересы бизнеса, естественно, интересы государства. Мы живем в этом государстве. Беслан, скажите мне, пожалуйста, значит, у вас есть какое-то предложение вообще, по поводу этой пошлины? То есть у вас есть какое-то намерение, чтобы она была сокращена, или какое-то другое предложение? Вы знаете как, у руководства, оно всегда им виднее.
мы-то как бы, да, мы защищаем свои интересы, мы говорим, ну, если я тоже считаю себя патриотом, понимаете, я вот и до войны, и после войны никуда не уходил, не уезжал, всю жизнь здесь живу, со всеми вместе работаю, мучаюсь, все трудности переживал и так далее, и так далее. Ну, вышел на какой-то уровень, какой-то потенциал есть, какой-то опыт есть, который может приносить пользу всем. И крестьянину, и государству, и тем людям, которые работают со мной. Вот вы сказали, что Я пошлина считаю, что, неадекватна. понимаете, То есть я хочу я как вам раз скажу, получить мое мнение такое, что вывести из тени, да, нужно создать такие условия, скажем, право экспорта имеет тот человек, который приобрел лицензию. Экспортер должен быть юридическое лицо. Это мы говорим уже 15 лет. Так, Что а в чем дело? По-моему, правильное я извиняюсь, предложение. участник внешнеэкономической деятельности должен быть юрлицо. Вот в прошлом сезоне было вывезено, ну, моими близкими, мы все в одном сельхозбизнесе, все мы друг друга знаем, было вывезено 35 тысяч тонн мандарин одним человеком ИП. Индивидуальный предприниматель может вывезти 35 тысяч тонн за 40 дней. Ну, если он Понимаете, одаренный и это мы, талантливый. Нет, но понятно. ИП не подразумевает, что же один работает. Нет, понятно, да. Сегодня вот какие-то вот устоявшиеся, да, их надо менять. Если государство не будет меняться, оно ничего не получит, понимаете. Поэтому первое, чтобы вывести участника внешнеэкономической деятельности, должен быть юрлицо, у которого отчетность, бухгалтерия там и так далее. Они там спецналог заплатил, и никто не знает, за что купил, за что продал. Второе. Экспорт должен иметь, я, если хочу быть участником внешнеэкономической деятельности, я запрашиваю, мне дают лицензию, квоту, скажем, на 100 тонн, на 2. Я заплатил сразу в бюджет, и я показал, я вывожу. И там коррупционная составляющая тоже будет минимальная в этой ситуации. И я вынужден буду легализоваться, чтобы получить лицензию. А ты кто такой, чтобы получить? Вот я ИП, имею историю, вот устав и так далее, дайте мне лицензию. А когда приходит человек, неизвестно кто, на тачках везет и провозит, занимается внешнеэкономической деятельностью, но это не солидно Это для понятно. государства. Вы вот, по-моему, на мой такой дилетантский взгляд, конечно, лицензирование, наверное, оно упорядочит саму Это мое мнение. Оно может быть правильным, неправильным. Ну, другое дело, что я хотел услышать цифру. Вот знаете, сейчас пошлина введена, она всего тут действует, по-моему, 10 дней. Тоже интересно, 20. Какой доход надо принести. Ну, мы собрали сейчас 3,5 миллиона за 20 дней. 3,5 миллиона. Это по отношению с нулем, который был в прошлом году, конечно, уже цифра. Теперь вот первое, это то, что лицензия, конечно, очень важна, наверное, которая упорядочит, да, все это дело. И второе дело, это, наверное, все-таки нужно для того, чтобы был какой-то порядок, чтобы какое-то государственное участие было. Я имею в виду торгово-закупочные, может быть, какие-то должны вы понимаете, организовываться. вот понятие торгово-закупочное, тут как бы мы должны четко понимать ситуацию. У нас есть легальный бизнес, доля которого 5% в рынке, есть теневой бизнес. Он не он бизнесмен. И, кстати, люди, которые этим занимаются, очень продвинутые бизнесмены. Они имеющие опыт, они знающие рынок, чувствующие. Если они мне звонят, Беслан, не хочешь купить у нас орех, значит цена падает. Они очень быстро реагируют на все это. Понимаете? Поэтому сегодня, да, мы должны их разделить. Он не торговый закупок, он купил у крестьянина и берет, продает. Кому продает, как продает, непонятно. Но он бизнесмен, он участник теневого бизнеса, где он имеет нелегальный доход. Можно ли их вернуть в лоно государства? Опять-таки, мое мнение, мое видение. Их разгонять не надо, с ними бороться не надо. Они очень опытные, их опыт – это тоже нематериальный актив государства. Им надо просто дать статус государственный заготовитель. Вот купи лицензию на эту деятельность, заготавливай, и единственное от вас требование, говорит, вы нам дайте накладной отчет, кому вы сдали орех. Вот Беслан купил у вас 100 тонн, все, пришла налоговая или кто-то там, дорогой, 100 тонн ты купил у этого заказа, куда ты их делал, я вообще что? Тогда вот оно выйдет из тени и будет подконтрольно государству. А как вы считаете? Вот, я немножко не согласен с таким подходом. Я являюсь сторонником минимизации участия в хозяйственной деятельности со стороны государства. Я не верю в государственные заготовительные предприятия, компании. Я глубоко убежден, что этим должен заниматься частный бизнес, а государство должно заниматься регулирующей функцией и создавать условия.
Это что касается так вот со стратегической точки зрения, я считаю, что должен заниматься частный бизнес. А государство должно создавать, не позволять его монополизировать, создавать условия и поддерживать производителей. Это первое. Что касается лицензии, я, наверное, обговорюсь. Насчет, на самом деле, лицензии следующая картина. Лицензия вводится на такие виды деятельности, которые являются стратегическими или какими-то опасными, где государство вынуждено контролировать предприятия, которые оказывают, там, производят какую-то продукцию или оказывают какие-то услуги. Поэтому в данном случае, наверное, лицензия не совсем, наверное, корректное слово. Я просто понимаю, о чем вы говорили. Здесь не надо слово лицензия использовать, потому что здесь легче использовать термин как это участник внешнеэкономической деятельности. Я абсолютно согласен с подходом Беслана, что во внешнеэкономической деятельности должны участвовать строго зарегистрированные предприятия, пусть то даже это будет ИП, будет это ООО или ЗАО, неважно. Суть в следующем, что мы, опять же, вот немножечко возвращаясь с начала нашего разговора. Как говорится, Москва не сразу строилась. То, о чем говорит Беслан, мы за полгода не сделаем. Людей, крестьян, да, 90% не хотят ездить, хотят сдать в одном месте и продать, а 10% берет, везет товар сам, для того, чтобы заработать дополнительных 10% маржи. И сейчас взять их, ограничить, заставить их получать там, статус участника внешнеэкономической деятельности, это тоже будет не совсем верно. Нам надо создать условия такие, чтобы у человека было право выбора, и чтобы он сам дошел к тому, что ему выгодно именно работать через такие организации, которые есть вот у Беслана Алексеевича, но чтобы таких организаций было хотя бы 5 и 10. Что со своей стороны мы сейчас этим и занимаемся. Мы сейчас ведем переговоры как со стороны российских рядов предприятий, с рядом представителей турецкого бизнеса, которые уже изъявили желание прийти и построить здесь заводы по переработке ореха. Причем не просто переработки, чистки его до сушки, а именно возможностью производства здесь на месте из него, допустим, там, того же орехового масла, где там добавленная стоимость многократно возрастает, и для государства, для экономики это намного выгоднее. Поэтому мы, естественно, об этом думаем и постоянно этим занимаемся. Вот скажите мне, пожалуйста, еще, я понял, вот сейчас пошлина введена, она всего 20 дней, я так понимаю, да? Вот, да, с 1 сентября. Да, работает. Вот, но есть какие-то по этому поводу рассуждения самих предпринимателей, есть рассуждения производителей, там, посредников, я не знаю, какие-то, наверное, все понимают, что нужно в конечном итоге его легализовать, ввести в какое-то такое правовое русло, как говорится. Чтобы все эти правила обязательно следовать. Да, здесь чтобы... Беслан абсолютно прав. Правила должны быть для всех едины. Да, это но вот то, что да, вот есть сейчас, мы и занимаемся. Вот сейчас идет какое-то обсуждение того, что происходит. Ну вот Беслан, например, говорит о том, что пошлина неадекватна. Вы считаете, что она правильная? Я так вообще-то думаю, что, наверное, в этом больше и лучше разберутся, наверное, специалисты, уже экономисты, что собой представляют. Мне просто было интересно, на самом деле, насколько этот бизнес находится в тени, оказывается, на все 100%, и какой доход от этого имеет бюджет, оказывается, никакого. Вот теперь просто любопытно знать, какие вы ожидаете результаты от введения этой пошлины вообще вот за сезон. На этот сезон мы ожидаем, я понимаю, что мы запустили только с сентября, по различным оценкам за август уже порядка от 1 до 2 тысяч тонн было вывезено до августа, до введения пошлины. Как я уже сказал, за 20 дней было вывезено, как мы сказали, порядка 200 тонн. И самое главное, динамика ежедневно идет на возрастание. То бишь, вот вчера был максимальный день. Вчера было вывезено порядка, по-моему, 18 тонн. Максимальный день. При этом идет постоянно по специальной зависимости. То бишь, каждый следующий день вывозится больше, чем предыдущий. Поэтому я думаю, что в этом году мы, конечно, не соберем совсем крупную сумму, но то, что от 50 до 100 миллионов мы можем выйти. При этом мы ставим амбициозные цели, а на следующий год мы заложили порядка 200-250 миллионов, что бюджет страны должен получить эту сумму. Но это на самом деле амбициозная цель, но я бы хотел здесь отдельно поговориться, чтобы у людей было понимание. Я, так как финансы одно из профильных моих образований, бюджет – это не просто распределение доходов, бюджет – это еще технология управления. Бюджет – это технология, которая позволяет ставить цели, достигать их. Если, допустим, мы ее не достигнем на 100%, достигнем ее хотя бы на 95%, это тоже будет успехом. Поэтому я бы хотел на этом тоже сакцентировать внимание.
Поэтому, да, мы ставим себе очень амбициозные цели, поэтому я прекрасно понимаю, без решения без проблем, которых Беслан Алексеевич сегодня озвучил, да, там решение вопроса Российской Федерации, решение вопроса на нашей границе, потому что я слышу, мне лично звонят и всем моим коллегам в кабинете министров, что у нас определенные нюансы происходят на границе с нашей стороны, и нас, как кабинет министров, это категорически не устраивает. Всем руководящим составам всех соответствующих ведомств были даны конкретные, четкие указания, что то, как мы жили раньше, быть не должно. Мы должны переходить на качественно другой уровень и жить по-другому. Мы каждый день в этом направлении двигаемся. Беслан, у меня к вам, мы уже заканчиваем нашу передачу, и просто я так понимаю, что обычно, когда что-то вводится, еще возможны какие-то корректировки. У вас есть предложение какой-то по корректировке, например, того, что сейчас происходит с пошлиной? Четко могу сказать, что при такой пошлине о легальном бизнесе вообще речи не может идти. Если пошлина не будет откорректирована с учетом вообще внешнего, потому что сегодня наш орех, к сожалению, там урожай якобы большой, но качество ореха очень низкое. Если, скажем, если калибр 11-13, да, самый мелкий, который в прошлом году был не больше 8%, сегодня он около 48%. То есть вы за то, чтобы вот не 25 рублей была пошлина, а чтобы все-таки какие-то пополнения шли в казну? Нет, у вас есть предложение о меньшей сумме? Дмитрий Николаевич сам сказал, пошлина составляет 10% от продажной цены в России. А где моя рентабельность тогда? Нет, с той стороны границы, я сказал. Ну, не понятно, той, которая понятно, поступает в Москву. Но я продал, грубо говоря, да, за 500 рублей на ту сторону. С какими-то издержками, да, которые... Вот. Ну, 25-35 рублей я должен заплатить. Но я же должен еще заявить инвойсную цену. А к инвойсной цене идет 1%, торгово-промышленная палата 1%, таможенные сборы. Понимаете, можно по-другому, можно сделать единый сельскохозяйственный налог, приемлемый. Какие-то формы, чтобы мы могли не включать его в себестоимость. Как-то договориться, чтобы мы могли на внешнем рынке заявлять и защищать свои цены. Если, вот просто, понимаете как, мы же конкурируем, я знаю, сегодня грузины нашли схему легализации своей продукции в России, им обходится 0,65 центов. Только пошлина мне почти 50 центов. Как на внешнем рынке с ними конкурировать? Вот тут мы должны, понимаете как, понимать нашу позицию. Не потому, что мы не хотим упорно. Мы хотим быть конкурентными. Если мы не будем конкурентными, продукция вся останется у крестьян на руках. Потому что эта продукция сегодня обесценивается. Возможен такой вообще вариант? Нет, я услышал Беслан Алексеевич, я поэтому пришел сюда. Вот, на самом деле я должен Беслан Алексеевич, даже, можно сказать, это человек, который, в принципе, на самом деле 2 месяца назад меня первый посвятил в эту тему. Потому что я до этого ореховым бизнесом не занимался. И все мои знакомства с этой темой просто, на самом деле произошло после первой нашей встречи, где мы посидели часа полтора, и он мне рассказывал вообще о проблемах, о темах. Поэтому я пришел для того, чтобы пообщаться, конечно, поговорить, да, услышать сторону. Я думаю, что мы, естественно, я не должны думаю, быть глухи от бизнеса. Если бы до этого встретились бы, наверное, легче было бы. Вы человек понимающий, знаете глубоко ситуацию. Мне с вами легко как бы, мы друг друга понимаем, проблем нет. Я понимаю, сейчас решение принято, может, тяжело как бы ее отменять. Ну, вы понимаете, тут амбиции должны быть в стороне, должен быть результат. Сегодня вот мы просто опустили, чтобы вы знали, да, около 15 действующих мелких, крупных цехов в Абхазии. Все они подготовили свое производство, все имеют сушилки, все они сегодня простаивают, они же вложились, это тоже инвестиции. Каждый человек купил там, поставили сушилки, поставили калибровочные, все хотят работать. Многие, честно говоря, я многим помогал реализовывать их продукцию на внешнем рынке. Надеюсь, сегодня мы остановились. Но надо понять, это коллектив, за которым порядка 300 человек рабочей силы. Понимаете, это же социальные какие-то вопросы мы решаем. Нельзя же видеть одну сторону. Бизнес имеет много направлений. Понимаете, не самый большой эффект, сколько ты внес, сколько ты рабочих мест создал, сколько ты зарплату заплатил. Если все это легализовать, будет и социальный налог будет платиться, и подоходный налог, и налог с прибыли какой-то заплатится, и лицензия или пошлина, что-то, и оно в комплексе даст эффект. Понимаете, мы не должны антагонистически друг к другу. Вот бизнес. Ни в коем случае. Понимаете, мы хотим работать, у нас есть потенциал. Да? У меня сегодня 60 рабочих мест пустует. Почему оно должно пустовать? Но я могу, понимаете, я могу эти цеха убрать, скажем, законсервировать и сдать в аренду тупо, и я буду больше зарабатывать, чем с этого ореха, я вас уверяю.
Но, понимаете, это как бы дело, которому вот посвящено много, я знаю, это рынок очень интересный, своеобразный. И я вижу потенциал в нем, большой потенциал. Надо просто с государством, должно быть понимание. Вот сейчас многие производители, честно говоря, ждут многого. Они говорят, как-нибудь, они считают, что я не смог донести до вас то, что они хотят. Вот что наша задача какая? Понимаете, государство имеет право, не может не реагировать на ситуацию. Есть какая-то методика реагирования, надо же мониторить ситуацию. Нет, абсолютно правы. Это я хотел сказать, что цена, как еще раз говорю, биржевая цена. Сегодня она такая, потому что она была другая. Завтра она может вырасти в 2 раза, а вот как пример в прошлом году, вы прекрасно знаете уровень цен на фундук. И сейчас, я думаю, никто бы слова не сказал про пошлину 25 рублей. Я еще раз объясню, у нас нет процента пошлины, у нас она фиксированная сумма. И если завтра цена ореха вырастет, а она вполне может вырасти через месяц в 2 раза, об этих 25 рублях даже никто не вспомнит. Я согласен с вами, но знаете как? Давайте мы как бы вот смотрите, мы должны реагировать гибко на рыночную цену на этот товар. Мы готовы, производители, взять всю нагрузку, при определенных, если создастся условия, мы можем, не ущемляя крестьянина, все-таки это особая категория людей, которых надо защищать, самые наименее защищенные слои. Сейчас я не буду агитировать за это, или вы лучше меня все понимаете. Мы можем это сделать, только услышьте нас, и мы как-то, можно эксперимент сделать. Хотите, если вы поймете нас, это, видимо, не вы один будете решать, но все-таки ваше слово много значит, я знаю это. Поэтому давайте по-другому наше предложение примите и сравним, с какого потока пойдет больше в бюджет, с нашего предложения или существующего. И вы можете сравнить. Вы по той цифре, которую заявили, ежедневно границу должно переходить минимум 100 тонн ореха. Ежедневная выручка должна быть идти 2,5 миллиона рублей. А сегодня показатели намного ниже. Они будут на этом уровне, они будут колебать, больше не выйдет. Пока растут каждый день. Да. Нет, я абсолютно рад. Еще раз повторюсь, раз Валерий уже нас закругляет. Я на самом деле рад нашей беседе. К тому же в прямом эфире я считаю, что люди должны знать, что происходит. Я со своей стороны могу вас заверить, что мы обязательно обсудим ваше предложение, потому что я со своей стороны могу сказать, я реально занимался 10 дней мониторингом цены. И эта пошлина, опять же, фиксирована, она довольно-таки может быть изменена, потому что, еще раз повторю, завтра может цена вырасти в 2 раза на орех. И государство может не поменять. А если завтра она упадет в 2 раза, я буду прекрасно понимать, что цена 25 рублей на килограмм нечищенного ореха, она неадекватна. К сожалению, вы знаете, как у нашего ореха была своя ниша, то, что он крупный. В этом году орех качества, поэтому наше место в рынке будет только самая низкая цена. У нас нету культуры хранения, у нас много чего, нам надо работать с населением. Люди стараются вес, чтобы не потерять, влажным сохранить. Это вызывает внутренний... То есть целенаправленно во влажном помещении хранят, да? Надо хранить вообще официально при влажности 14-12% в проветриваемом, вентилируемом помещении, влажность которого не выше 70 градусов, температура не выше 18 градусов. Да, изучил тоже ГОСТ. Понимаете? Так, понимаете, это вы уже в рабочем порядке между собой поговорите о том, какая должна быть там, я еще раз хочу тоже поблагодарить, что пригласили. Очень, я думаю, полезная была. Мы тоже мы хотим, чтобы, знаете, как нас услышали. Так, мы это Беслан, вы об этом сказали. На самом деле, конечно, тут во главу угла поставлена деятельность крестьянина, который занимается выращиванием ореха. Вот тут, конечно, главное, нужно как-то не навредить. То, что необходимость существует для того, чтобы пополнился бюджет и чтобы сама торговля и производство, оно было как-то нормализовано, в этом тоже есть необходимость, никто не против, правда же? Просто раньше этого не было. Теперь нужно какими-то, наверное, такими шагами, которые будут впоследствии дальше корректироваться, нужно идти вперед к тому, чтобы урегулировать рынок, к чему и вы призывали, и вы подавали инициативу. Да, и для чего это все существует. Давайте мы закончим нашу передачу уже, потому что мне кажется, что чем дальше, тем больше мы можем суметь все внести в голову наших телезрителей. Да, я думаю, что все на стороне тех, кто производит орех, и на стороне тех, кто хочет, чтобы наш бюджет пополнялся, и эти амбициозные задачи, которые перед собой ставит наше правительство и общество тоже, я думаю, будет довольны этим, чтобы они были
достижимы. Конечно же, многое, наверное, будет подвергаться какому-то Конечно. еще какой-то корректировке, многое будет обсуждаться и, возможно, даже очень горячо. Но главное, чтобы мы все работали на то, чтобы наше общество стало более организованным и более эффективным. Вот такой Спасибо. речью я закончу Спасибо за эфир. приглашение. Спасибо за вам, что вы приглашение. пришли на Спасибо. эфир. Огромное спасибо за ваши комментарии. С нашими телезрителями мы уже попрощаемся. Всего доброго, будьте здоровы, кушайте орехи. До свидания.